Что там ты нашел? А? Ржавый ручей, смотрите какой. Видели какой ручей? Вот это да. Сколько брожу по тайге, такое еще не видел. И ранней весной как-то здесь я не бывал. Интересно как-то тоже, вот смотрите. Стоячая вода, она сейчас по полноводью там пошел этот всякая грязь. Начался дождь, вон как. Капает, капает. Как же песня-то это белорусского. И вон рябина, гнутая рябина. Вот такое дерево я ищу. Ну, конечно, диаметром, скажем, хотя бы чтобы 10 было. Но, к сожалению, я уже совсем в стороне. Уже далеко пошел. Но если хоть и найду я здесь дерево такое гнутое, покрупнее, я ничего делать тут не буду. Потому что это уже в стороне и далеко. От избы еще можно в другую сторону куда-нибудь сходить, что-то придумать. Но у меня сегодня, к сожалению, ничего не получается. К сожалению, и тут... Я думаю, что тут воняет, блин. Вот этот кустик. Черная смородина. О, обалдеть. Вот это да. Вот оно, счастье, чай. Настоящий. Это не покупной. Если вот из этой смородины кустика заварить в чайнике чай. Вообще класс. Тулан куда-то ушел. Пока не вижу я его. А вон он. Тоже, ну, потихоньку бродя. Вот сколько уже я прошагал сегодня. Сейчас, наверное, километра 3, наверное. 2,5. И ни одного взлета рябчика, ничего нету. Очень жаль, очень жаль. Обидно, что сейчас как бы весна и рябчики должны свистеть вовсю. Но тут никого нету. Кряква ничего не взлетела даже. Если с таких мест кряквы взлетают, они мощно крякают. Ну вот уже погода начинает портиться. Также поснимал, как я брожу по тайге. Некоторые просят больше снимать свои хождения. Видели, сколько валежников тут, сколько гниет этих деревьев. Каждым годом все больше и больше. Тоже один раз, ну, не это быль, не это сказка, тоже дед мне рассказывал. Говорит, черти поймали Бога и сказали, отпустим, если 3 загадки разгадаешь. 2 я помню, а вот 3, ну, никак вспомнить не могу. Короче, первый вопрос дали Богу. Свалившиеся деревья больше или уже упавших деревьев больше? Если присмотреться, вот смотрите, стоячих деревьев больше. Но оказалось в жизни, что этих мертвых валежников больше стоячих. И он ответил, что лежачих
мертвых деревьев больше. А почему больше? Потому что это уже на земле растет там миллионы лет. Деревья растут, и каждый год валится деревья. Второй вопрос. Черти задали Богу, хотя я не верующий, скажем, именно вот, что вот верят люди. У каждого своя вера, у меня тоже своя вера, но я вот говорю насчет Бога, и короче, второй вопрос задали, что больше на земле, что больше, живых людей или мертвых людей. И Бог также ответил, что мертвых людей больше. И опять он разгадал загадку. За весь белый свет, оказывается, мертвых людей уже больше, чем живых. А вот третью загадку я, честно, не помню. И не могу ответить. Но он также ответил на третью загадку вопрос. И его отпустили. Вот такие мысли в голову пришли, рассказ такой дедовский, когда мне рассказывал. Вот что-то все время нюхтят, они нюхтят. Хотя они... куницы-то, думаю, есть, но что-то никого не облаяли они тоже сегодня. А боровой птицы вообще нету. Небольшой перекур такой у меня. И еще одна история, ребята, вот сейчас я вспомнил. Вот представляете, вот дерево, как же, опять вот забыл, не лиственница, осина. Дерево осина, кто хоть раз видел, представляет, у него листья еле-еле висят. И все время вот как будто ветерка нету, ветра. И все равно шатается листья. А почему так? Это все также дело рук Бога. Скажем так. Ну вот мне истории говорили, я пересказываю. Короче, также черти гнались за Богом. И Бог, как его, спрятался в дерево, в осину, прям где вот между ветками спрятался и затаился. И дерево, листья зашевелились так, такой шорох. И черти увидели, как сказать, Бога. И, короче, Бог-то удрал, как всегда. Бог хитрее чертей, но и Бог сказал так дереву: из-за того, что ты меня предал, ты всю жизнь будешь так шуршать. И вот действительно, вот как будто вот ветра нету, а у осины листья все равно вот шевелятся, уже комары, уже ни одного комара я уже убил. Комары уже выходят, и крупные, большие. Вон они. Один за другим прилетают. А почему рябчик? Почему рябчик вот так, как сказать, у рябчика так с грохотом улетает, шумно летит, звук крыльев мощно сильные. А потому что также Бог наказал рябчика. Когда Бог бродил по тайге, рябчик взлетел, и Бог испугался от взлета рябчика. И
Бог также сказал Рябчику, что из-за того, что ты меня напугал, всю жизнь у тебя звук крылья будет таким громким. И действительно, вот, ходишь по тайге, рябчик взлетит, так, такой звук. Вот. Я не знаю, почему я это рассказываю, но в голову вот пришли мысли. Вот я за чаепитием сейчас ничего не смог рассказать, а вот сейчас вот в голову пришли дедовские рассказы. И дай, думаю, расскажу. Но это так, уже давнейшие рассказы я уже немножко подзабыл, где-то вспоминаю, рассказываю. Дословно, конечно, я вспомнить не могу, но примерно вот рассказал. Все равно все дело идет к Богу, я не знаю почему. Как-то люди так друг другу придумывают все. Вот. Малость я, конечно, может и насчет церкви переборщил так на стриме там сгоряча. Вообще, хоть не веришь, но не надо никогда, как мне дед говорил, слишком много там насчет Бога, там против Бога рассказывать, там свершится ли как-то, не свершишь ли что-то. Также одна история, вот, знаете, вот, семья, женщина, бедная семья, и с детьми, двое детей у нее было. И за целый день она много-много матюгалась, там ругала детей. На весь свет она недовольна была. И вечером она так сказала, что, знаете, вот я сегодня много нагрешил, у меня много греха, ну, и я сегодня лягу между двумя детьми. И они легли ночью спать. Один ребенок с одной стороны, другой ребенок с другой стороны. Уложила так. И знаете, вот ночью вот черти вот пришли. Действительно, черти пришли. И один говорит, давай забирай эту женщину и возьмем с собой. Она много грешила еще в этот день. Так что она не заслуживает жизни на этом свете. Давайте возьмем этого. А другой говорит, что ну как я возьму, если она в огне лежит. И они, короче, если бы она легла отдельно, черти бы взяли и, я не знаю, унесли или что они сделали. Но так получается, что... Ну, это может тоже выдуманная история, может. Это раньше, сейчас меньше верят там в эти сказки, но раньше вот вспоминаю, как дед мне это рассказывал, я так внимательно слушал и боялся такие рассказы. А вот сейчас вот тоже в голову пришло вот эти рассказы. Просто вот некоторые просят дедовские рассказы мне рассказывать, вот и потихоньку вспоминаю, рассказываю. Так что, не знаю, что-то поняли или нет из моих рассказов. Вот. Немножко отдохнул, постоял, ноги сырые, правая нога, сапоги там дырявые оказались. Вышел на дорогу, поснимаю озеро, глянем, кто-то есть, нету там. Мои зачесы тоже вычищал тут. Мать моя морыга тут, блин. Вот это да. Вот это глубина тут. Но вроде никого не вижу. Да. Пустое все. Уток нету. Зашел посмотреть уток. Но вроде никого нету. Да.
Вот так. Думал, поснимаю. Может, черки где-то в кустах сидят. Ладно, пойдем мы. Пойдем к избушке, там будем думать, что дальше в другую сторону сходить. Я, короче, в этой стороне, блин. А как я буду переходить? Жил отсюда. Кругом вода, там вода. Здесь залита вся. Тулан опять здесь зависнет на. Лох! Вон он. Ой, я сейчас начерпану здесь воды, когда я буду переходить. Так-то он не глубокий, но сапоги вода заходит. Пошли. Вон один, вон один. Вон. Длинные лапы, блин. Хорошо тебе. Хитрый, вон. Вон. Кругом все залито. Ой, блин. Весь сырой. Весь сырой. Вон. Там вроде дальше не должно быть такого больше. Ну вот. Тут второе озеро. Тоже все залито. Тут зачесы надо тоже сделать, наверное, на обратном пути. Рублю эти веточки, потому что подходить к утке проблематично, все заросло. Да, снимать нечего вроде как. Уток нету. Все утки, как думаю, уже основная масса уже на севере. На север уже ушла. Если увидим только тут местные, кто останется, и то что-то их ни одного нету. Или с утра уже проверили озера охотники. Вот такой коридорчик здесь сделал. Если осенью буду на уток ходить, значит здесь уже будет тропинка такая. Ну, примерно как-то так. Так что осенью ждите видео. Будем подходить по этой тропинке к этому озеру. Если утки будут сидеть, более-менее легче будет подходить. Тут опять полное озеро. Там мост должен быть, и все в воде. Фиговое дело, в общем, ребят. Тут уже поинтереснее. Там на середине где-то мост. Не знаю, где он.
Это-то точно сейчас не перейдет, блин. Здесь глубоко, наверное, идет. Там вроде какой-то бугорок я вижу. Ну все, запуталась. Запутался-то есть. Здесь, ребята, глубоко. Где-то должен быть мост. Если мост не... то, бля, и вода. Ух. Лох. Давай. Лох. Давай. Все. Потихоньку так. Ой, бля. Пойдешь нахуй. С задней стороны как будто пропускает вода. Как будто вот отсюда, с задней стороны, как будто вот пошла, идет вода. Вот тут. Где пробоина, блин? Не знаю. Дома разберусь. Ну вот. Идем дальше. Рукавицы кто-то оставил. Или выкинул, или оставил. Непонятно. Вот. Ладно, выкинули все так. Весь солярка. Фу, блин. Ну да. Пропитаны соляркой. Это явно выкинули уже. Пихтач хорош тем, что он мягкий. Как сказать, подстилку можно. Подстилку сделать из таких веточек. Мыться, парить, в бане париться-то есть. И а на дрова вообще категорически хреновые. Так. Тут тоже все залито. Хорошо, что я тут перешел. Хотел обойти, круг сделал. Думал, здесь перейду, а тут вообще берега нету. Ладно, ребята, этот фильм будет, думаю, также многосерийным. Ну, зато поснимаю весну. Как там весна? Все начинает. Ну, листья распускаются там. Тут тоже надо где-то прорубить. Сейчас речку еще покажу. Вон она, конюшера. Сколько воды? Сколько кубометров тут воды? Самая могучая сила — это вода, наверное. Да, страшно подумать, что вода может сделать. Тут тоже опять преграда нам.
тут терпимо. Терпимо, тут мелко. Чучела мои на месте, оказывается, еще не все выпали. Вон одна сидит, вторая. Так, 2 штуки я вижу. Нет, третья там еще боком сидит, еле заметно. И вроде говорили... Так, подожди. Нет, одна упала. О, блин, почва такая мягкая. Надо стороной идти осторожно. Смывает берег. Запросто, эта земля запросто может уйти в воду. Ну, 2 чучела сидят. 2 чучела. Один, наверное, упал. Вроде, помнится, 3 штуки их было там. Ну, последний поворот остался до избы. Видно, здесь вода шла, и по пути вот нашел, здесь вот лежала гильза. 12 калибр Magnum. 5 номер. И знаете, вот металл посинело. Это, наверное, мощный заряд там. Прям как-то раскаливается от порохового, когда порох там загорается. Ну или металл такой тонкий, я не знаю почему вот так посинело. Даже чуть-чуть, как будто запах пороха еще есть. Ну, в этом году он это выстрелили, наверное. Везде гильзы такие. Значит, тут так стреляли на речке.